Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире АЛЛАТРА-24, программа «Маяк». В студии работаю я, Вера Черникова. Мир и стабильность – важный фактор развития страны, отмечают политологи. На сегодняшний день сделан ряд важных шагов для изменения курса развития республики. 5 мая президент подписал новую конституцию, а также обратился с посланием к народу Кыргызстана. Он обозначил главные проблемы государства и направления для развития. Ключевые из них мы обсудим с гостями нашей студии. Это герой Кыргызской республики Металип Мамытович Мамытов и доктор физико-математических наук, профессор, советник председателя Кабинета министров Каныбек Усманалиевич Усманалиев. Здравствуйте, мы приветствуем вас в студии АЛЛАТРА-24. Прежде всего, позвольте поздравить вас с праздником Орозу Айт, пожелать вам здоровья, долголетия, благополучия и всего самого лучшего, и сил для того, чтобы вы еще принесли много пользы для нашей страны. Мы обращаемся к вам, к вашему авторитетному мнению, потому что вы жили на протяжении разных эпох, сменялись президенты, сменялись строй, но тем не менее вы продолжаете выполнять свою основную функцию. Вы быть врачом, вы быть преподавателем, и это дает уверенность в том, что у вас есть определенные силы и намерение развиваться и быть в строю нашей страны, что не хватает сейчас многим молодым людям, которые, в общем-то, ищут себя. Итак, мы говорим о том, что президент Кыргызской республики подписал Конституцию, у него увеличились полномочия, и сейчас необходимо сделать ряд важных шагов для того, чтобы этот основной закон страны начал работать. Но в то же время, после того, как мы подписали Конституцию, многие ожидают молниеносных перемен. Но бывает ли так? О чем говорит нам опыт и практика? Во-первых, я хочу тоже, как все, свой народ, моих земляков, моих замандаштар, поздравить особым днем, днем Орозу Айт и кончины поста, и пожелать нашему народу всего хорошего, крепкого здоровья, успехов. И наш президент 5 мая, это был и 5-й месяц, и 5-й год, такой день особый, обратился к нашему народу и, подписав основной закон Кыргызской республики, обращение сделал. Во-первых, эта конституция, основной закон у нас особый, и в особом таком законе имеются очень важные моменты, что народ наш выбрал в дальнейшем уже президентское управление. Во-вторых, изменение структуры парламента, двухпалатной, как раньше было, и количество депутатов будет меньше, и, конечно, и партийность, я думаю, тоже будет изменяться. И в-третьих, в этой Конституции предусматривается и госсекретарь институт, Курултай институт, особый вот это. И, конечно, эта Конституция должна быть направлена на социальную сферу. В своем обращении, что я хочу отметить, что он ни разу не критиковал прежних президентов. Хотя и было, что говорит, о чем говорит, в общем-то, было, но в своем обращении он ни разу не намекнул, хотя и власть немножко задел своим. И это обращение захватывает огромный пакет документов. Это наше будущее. И задел все сферы нашей деятельности, начиная с экономики, пограничные вопросы, содружество стран с соседними, другими дальними, экономика, особенно кадровый потенциал, особенно медицина. Я хочу отметить медицинский такой аспект его как обращения, что, во-первых, изменяется, особенно уже сейчас, заработная плата нашим врачам. Семейным врачам уже 100%, некоторым структурам уже 40%, 60%. Обращает внимание в своем обращении, что надо
поставить вопрос об изменении ценообразования медикаментов и развития медицины вообще, образовательного процесса медицины, обеспечения аппаратурой, обеспечения средствами и финансированием. И, конечно, обращается еще науку, чтобы, если будет наука развиваться, только будет развитие. Кроме того, он, конечно, поставил в своем обращении, чтобы народ именно активно работал в этом направлении и его поддержал, что это обращение исполнимо, если только народ поддержит. Я думаю, что народ наш поддержит нашего президента, и он сказал, что у меня сил хватает, и манеры хватает, и, как называется, инициатива хватает, чтобы это, если только наш народ поддержит. Я думаю, конечно, я не буду говорить, наш вот гость другой будет подробно говорить, другие аспекты, кадровые вопросы, экономики, инвестиции, все это, конечно, он будет говорить. Я хочу сказать, что наш народ, я думаю, это программный документ поддержит, и в будущем он доставит, если мы сделаем, в русло развития, русло, в общем, дружбы и развития, я думаю, получится. Спасибо большое. Послание народу Кыргызстана, как вы его назвали, программный документ. Да. Эксперты говорят, что он качественно отличается от других. И, в частности, там скрупулезно прописаны именно действительно направления всей нашей жизни, экономики, социальной сферы и так далее. Что вы думаете, что вы подчеркнули для себя? Я бы хотел сказать, что мы сейчас вступили в очень такую динамичную эру своего развития. Дело в том, что тогда были очень много проблем. Президент Садыр Джапаров в своей программной речи, он во главе угла поставил очень правильный вопрос. Мы должны обеспечить сначала мир и стабильность в нашем обществе. Вот тогда мы можем таким образом, шаг за шагом, перманентным образом, значит, решить те наши болевые точки, особенно в области экономики. И он обозначил 5 направлений развития экономики. Я сейчас подробно рассматриваю и перечислять не буду. Я хочу сказать в общих чертах. То, что у нас имеется огромный потенциал, огромные ресурсы для развития нашей экономики, это всем известно. Другой вопрос, мы как и реализовывали свои эти возможности, да? Допустили очень такую вещь, как коррупция, причем она пошла системным образом распространиться во все отрасли нашей жизни. Для того, чтобы поднять экономику, мы должны обеспечить первым делом, ну, как бы ободрить народ, обеспечить мир и стабильность. Во главу угла мы должны ставить именно человека с большой буквой. Исходя из этих факторов, он предложил несколько новых, так сказать, инициатив. Прежде всего, это, значит, развитие, обеспечение, например, духовного развития нации. Он так и выразился ведь: адеп ахлак, денисак. Вот эти слова сейчас являются очень популярными. Вот на основе этого наше правительство, ныне теперь уже Кабинет министров, уже разработало концепцию, и вчера буквально мы вынесли эту концепцию на всенародное обозрение, и исходя из этих основополагающих документов, теперь, наверное, каждая отрасль будет испытывать очень большой, так сказать, прессинг, потому что мы должны оживлять свою экономику. Да, были объективные причины, были субъективные причины сегодняшнего нашего положения. Это прежде всего слабый менеджмент, если иметь в виду предыдущие, так сказать, наши жизни. Да? Но свою коррективу очень существенно внесла, естественно, всемирная пандемия, которая с прошлого года и до сих пор держит нас как бы очень таком напряженном состоянии. И меня радует тот факт, что все-таки президент, он адекватным образом понимает ситуацию. И он готов мобилизовать, ибо новая конституция его обязывает. Теперь он не только глава государства, теперь он глава исполнительной власти. И он будет держать
так в единственном числе сам персонально за результат своей деятельности перед народом, перед парламентом и перед новоиспеченным Курултаем. А мы должны тоже мобилизоваться, да, мы должны иметь оппозицию, нормальную, так сказать, конструктивную оппозицию, хотя мы пока еще далеки от этого требования. Ну и пропозиция, и весь народ должен мобилизоваться. Для этого все у нас наши возможности имеются. Да, сейчас наше политическое руководство испытывает очень большой прессинг со стороны народа, и это правильно. И я надеюсь, и я уверен, что наше политическое руководство выдержит этот прессинг. И вот одним из основных, например, очень важных моментов было буквально вчера, как Государственная комиссия работает теперь по проекту Хомтер. Ну, мы же обозначили, оказывается, можно предъявить свои претензии исключительно на законных основаниях. Если мы действительно за экологическое разрушение проекта Хомтер или работы, значит, Центеры, там, по-моему, была озвучена цифра 4 миллиарда 900 миллионов долларов США, да? Еще и 106 тонн, значит, залежи золота, которые, конечно, только после разработки дают столько же, почти 5 миллиардов. Значит, у нас имеется только из одного проекта около 10 миллиардов долларов США, которые мы можем пустить, значит, в наше хозяйство и, собственно говоря, и ликвидировать наш внешний долг. А если мы таким же образом, имея такой временной такой запас, народ должен терпеть, народ должен понимать и дать возможности, значит, по времени, чтобы наше политическое руководство работало в спокойной обстановке, то другие отрасли, тоже энергетика, тоже, значит, вопросы таможни, налоговых вливаний, и мы обязательно построим и должны, обязаны нормальное государство с динамично развивающейся экономикой. Вот в политике президента лично для меня обращает внимание то, что, во-первых, очень энергично он действует, и во всех сферах уже проведена определенная инвентаризация ситуации, обозначены болевые точки, и, значит, изданы указы, и дано задание, чтобы была разработана концепция по развитию буквально всех сфер и отраслей нашей жизни. И что еще, на мой взгляд, обращает внимание, что все обращено на то, чтобы пополнить именно государственный бюджет. Да. И все ряд шагов можно назвать, которые приведут к тому, что наш бюджет увеличится в размере. Одним из важных пунктов обращения нашего президента было еще восстановление обратно государственного секретаря, должности института государственного секретаря. И на него возлагается очень большие обязанности и надежда воспитания нашего населения, нашего народа, потому что он должен, в общем, идеологические вопросы поднимать. И идеологические вопросы, чтобы поставлены на русло, он будет инициатором всех многих моментов, особенно образования, например, чтобы наши граждане обучались в передовых учебных заведениях за рубежом. И зарубежные специалисты приехали к нам, обучались у нас, чтобы был обмен опытом. Потом развитие не будет, если не будет инвестиции вливаться в нашу экономику. И, во-вторых, чтобы образование было высоком уровне, через образование, через интеллектуальное развитие будет развитие экономики. Вот это в основном, конечно. И он еще акцентировал на то, чтобы государственные учреждения постепенно перешли в собственность. Как называется? Государственную. Частную. Частную собственность. Вот это он в будущем, что многие государственные учреждения постепенно перешли в частную собственность, частные руки. Тогда будет развитие, тогда будет вливание. Вот, например, моих 4 ученика уже открыли частные учреждения, частные учебные учреждения. Они привели
именно условия Европы, условия передовые технологии привели, и сейчас работает в нашем Кыргызстане и в нашем Бишкеке, в некоторых еще других городах открыли вот такие частные учреждения, поэтому привели самые современные прошлое, нынешнее время, аппаратуру и условия создали. И люди уже кто могут, уже лечиться, поэтому в этом плане например, наша служба только в частном секторе работает хорошо, а вот государственное учреждение обеспечено аппаратурой плохо. Многие. Вот это как раз и изъян, он акцентировал, чтобы мы уже уравняли и частные, и государственные, и постепенно переход на это. Потом еще сказал, что роль именно в развитии женщины. Женщина, если будет во многих сферах участвовать, и тоже будет хорошо. Воспитание имеет большое значение семьи, умайне. Вот такие учреждения, вот такие направления очень акцентировал, поэтому это очень болевые точки у нас, потому что насилие над детьми, над женщиной, на средства экономики, в общем-то, вот эта коррупция в этом плане у нас тоже, в общем-то, требует коренных изменений, поэтому в этом плане наш президент очень хорошо отметил. И мы должны, в общем-то, народу обратиться, чтобы мы поддержали это все начинание, это все инициативу. Только он опирается на народ, он именно доверяет народу, что действительно народ поддержит. И я думаю, что народ поддержит, и развитие у нас пойдет на хорошее русло. Красной нитью вот в политике президента прослеживается то, что он всегда говорит, что необходимо поддерживать социально уязвимые слои населения. Как вы сказали, женщины, дети, инвалиды и всем тем, кому нужна помощь. И поэтому очень большая социальная направленность наблюдается во всех реформах, которые предлагаются в нашем обществе. Скажите, пожалуйста, в сфере образования ждут нас ли какие-то реформы? Вы очень правильно заметили сами, что действительно наш лидер сейчас ведет себя очень активно. Очень активно. Он действительно вникает во все сферы, так сказать, нашей деятельности. Тут наверняка надо будет вспоминать формулировку, которую себе позволил основоположник марксизма Карл Маркс. Да, он говорит, философы различным образом объяснили мир, но задача состоит в том, чтобы изменить его. Вот по этой формулировке, если идти, действительно у нас огромный ресурс, в том числе для того, чтобы изменить и стабилизировать, значит, наше социальное положение. Основа всего этого, естественно, стоит вопрос образования, вопросы науки, вопрос инновационного подхода любым отраслям нашей экономики. Вот поэтому он в своей речи коснулся очень четко, что мы должны пересмотреть свою образовательную политику, мы должны пересмотреть свою инновационную, научную политику. Естественно, требования, собственно, вызовы сегодняшнего мира тоже нас просто прессингуют. Поэтому мы, чтобы не отстать, мы должны свою образовательную систему привести в строгом соответствии с вызовом сегодняшнего времени. То есть пересмотреть все наши стандарты образовательные, чтобы они были динамичны, чтобы у молодого человека или школьника был выбор, и он получил качественное образование. А для этого мы должны значит, внедрять в себя не только такую либеральную форму образовательной системы, но и некоторые вопросы, может быть, даже консервативного образования. В Советском Союзе мы учились в очень так жестких условиях. И, пожалуйста, мы получили то, что мы хотели. Например, я, будучи совсем юношей, меня отправили в Тартусский университет, чтобы я получил там качественное образование по физике. И до сих пор, собственно, я и пожинаю плоды этого очень умного и нормального, значит, нормальной политики образовательной. Мы все можем сами. Другой вопрос, мы должны сами мобилизоваться.
То есть пересмотреть не только нашу рабочую программу, там, образовательные стандарты, значит, научный подход ко всему этому. Мы должны подготовить очень качественных и очень такой наукоемких и современных научных и образовательных кадров. Учителей, проще говоря, мы должны обеспечить, значит, в строгом соответствии статус учителя. Мы должны поддержать его. Сейчас они далеки от этих очень нужных для их деятельности забот. Вот меня радует, что президент адекватным образом все это понимает. Другой вопрос. Мы не должны его оставлять одного, да, со всеми этими проблемами. Мы должны мобилизоваться, начиная от Национальной академии наук, почетным и очень достойным членом, который вы являетесь, Виталий Маматович. Но мы должны именно с дошкольного образования все это дело мобилизовать все свои силы. Это и образовательные стандарты, потом школьное образование. Школьное образование у нас сейчас действительно имеет очень большую проблему. Очень большое. Это не только материально-техническое снабжение, это, собственно говоря, и статус самого учителя. В образовательном процессе я всегда говорю, там участвуют только два субъекта. Это ученик и учитель. Мы иногда вот забываем про этих основных субъектов и где-то около, и, собственно, крутимся и какие-то там аморфные идеи, значит, предлагаем и заставляем решать эти проблемы. Потом вот это три ступени профессионального образования: начальное, среднее, высшее, поствузовское образование, аспирантура и так далее. Вообще кыргызский народ очень, особенно молодежь наша, я в последнее время просто удивляюсь, очень талантливый народ, мы очень быстро все принимаем. Другой вопрос, мы магистральным образом, стратегически мы обеспечиваем то направление, которые будут соответствовать вызовам сегодняшнего времени. Поэтому вся наша деятельность должна основываться именно на качественном образовании, на науку и на инновационный подход ко всему этому. Действительно, вот звучит такой призыв к всеобщей мобилизации буквально всех здравомыслящих сил нашего общества. Тем более у нас очень талантливая молодежь. У нас есть аксакалы, у которых накоплен огромный опыт. И вот действовать в интересах страны, а не в своих личных. Вот как этому научиться, как это понять и не дать тем силам, которые хотят противодействовать этому, и дать время президенту, дать ему поддержку для того, чтобы реализовать намеченное? Вот для этого надо, конечно, воспитывать надо. Вот вчера не зря же наш президент посетил школу, одну, Алтын-Түйін, академия, оказывается, да. Алтын-Түйін академия. Я вчера был тоже в открытой школе. Турецкий фонд Мариф да. Открыл огромную школу. Эта школа, начиная с ясли до 11 класса, там преподавание будет одновременно на кыргызском языке, турецком языке, английском языке, русском языке. Да. 4 языка. Вот такие учреждения, если будет, конечно, развиваться, будет учиться там одаренные дети, я бы сказал, надо открывать еще школу только для одаренных детей. Вот этим путем мы можем, в общем-то, физико-математические школы, выискивать талантливых людей и воспитать надо. Воспитывать нужно наше поколение, начиная с утробного периода даже. Вот такое, если матери во время беременности хорошо относиться, хорошо ее обеспечить всеми, только положительными мыслями, и это заразится еще ребенок, еще в утробе, а потом постепенно это будет хорошим человеком. Его надо воспитывать в детском саду, в школе, потом и, конечно, семья здесь. Главное, семья и школа. Вот два объекта наши являются самым двигателем для воспитания. Сейчас у нас в народе такой, говорят, падение душевности, духовности, поэтому трудности появляются, поэтому отношение человека, ребенка к матери, ребенка к отцу, друг к другу, природе. И вот это все надо воспитывать через школу, через семьи и через взаимоотношения людей. Вот таким путем можно будет добиться развития, и тогда мы уже окажем поддержку нашего президента обращения. Если говорить о духовности, продолжить вернее, да, мне очень понравился вот этот призыв или своего рода лозунг «Кыргыз аламы», который исходит из
того же указа первого, да, президента, но из его речи, значит, от 5 мая, когда он говорил о Всемирном кыргызском курултае, да, вот это курултай должен организовываться не только так формально, там приехали, познакомились, как-то там устроили, нет, там должно очень тщательным образом готовиться и кадры, решать вопросы кадров. На государственные муниципальные службы мы должны наконец-то провести открытые конкурсы, и чтобы вся наша молодежь, талантливая молодежь, она участвовала и имела возможность себя реализовывать именно таким образом. А как же иначе? Сейчас мы не должны скрывать. Я вот человек, который сейчас непосредственно работающий, значит, в правительстве, и не понаслышке знаю вопросы кадров в стенах Жогорку Кеңеша, администрации президента, просто, можно сказать так, оставлять желать лучшего. Мы должны самых достойных, самых смелых, инновационных, креативных кадров что привлекать для государственной муниципальной службы. Огромное вам спасибо за то, что вы пришли к нам в студию и поделились своим мнением. Уважаемые телезрители, напоминаю, что мы беседовали с героем Кыргызской республики Металипом Мамытовичем Мамытовым и доктором физико-математических наук, профессором, советником председателя Кабинета министров Каныбеком Усмуналиевичем Усмуналиевым. Оставайтесь на АЛТО 24, берегите себя и своих близких. Всего доброго вам. Спасибо.